Вы смотрите телеканал «Якутия-24», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Якутии. Ольга Валерьевна, пожалуйста, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация республики остается напряженной. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева мы находимся в режиме повышенной готовности. По данным Управления Роспотребнадзора Якутии, за последние сутки выявлено и определено в реестр случаев 179 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них город Якутск, количество составляет 110 случаев. Среди улусов я бы хотела обратить внимание на введенную базу данных случаи Жиганского улуса 12 и по Алайховскому, Амгинскому и Татинскому улусам по 6 случаев. Немного меньше в Алданском и Намских районах по 5 случаев. Практически в каждом районе есть выявленные случаи новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что все эти случаи на настоящий момент, исходя из сложившейся схемы и маршрутизации, осуществления вообще всех действий, от анализа до компьютерной томографии и до лечения, все эти случаи, они у нас находятся под контролем, лечатся, выявлены контактные лица, изолированы, и, соответственно, ведется полная работа для того, чтобы не допускать последующее распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано в данной базе Роспотребнадзора 2 летальных случая. Дальше продолжаем наши исследования на коронавирус. На настоящий день за сутки сделано 6133 исследования на коронавирус. Вопрос о сроке проведения исследований на коронавирус у нас являлся вопросом номер 1 за последнюю неделю. На настоящий момент по ряду непосредственно поликлиник города Якутска достигнуто сроки до 2 дней. У нас есть еще проблема по одной из поликлиник города. Я думаю, что до конца недели путем введения, увеличения лабораторных мощностей СПИД-центра, соответственно, данная проблема будет разрешена. Для нас сегодня является достаточно контрольным и подконтрольным и, в общем, управляемой ситуацией на настоящий момент в улусах нашей республики. Отслеживается практически каждый случай, каждая ситуация, разворачиваются дополнительные койки. Разворачивание дополнительных коек в республике зависит прежде всего от того, что мы очень четко понимаем, что есть несколько видов непосредственно сегодня вирусных инфекций, которые приходят в том числе и, соответственно, с нашими погодными условиями и санитарно-эпидемиологической ситуацией. Поэтому сегодня первичное звено у нас работает в том числе и на продолжение вакцинации от гриппа, и на проведение мероприятий профилактики ОРВИ. И очень четкое разделение имеется в республике между заболевшими по ОРВИ и гриппу и заболевшими коронавирусом. Необходимо обратить внимание, что в целом система дальше продолжает здравоохранение, проводить диспансеризацию на территории республики. Я думаю, что те задачи, которые система здравоохранения перед собой ставит в части диспансеризации населения к концу года, несмотря на все коронавирусные сложности, будут нами выполнены. Кроме того, хочу обратить внимание граждан республики о том, что мы продолжаем оказывать плановую помощь и, соответственно, восстанавливаем, и даже в некоторых больницах республики вводим ряд новых медицинских услуг, которые ранее не были предусмотрены вообще и являются для нас новыми. Поэтому, уважаемые жители республики, впереди у нас с вами выходные. Для учреждений здравоохранения это всегда достаточно сложный период. Поэтому мне бы хотелось пожелать медикам выдержки, здоровья и все-таки терпения, которое сегодня важно для нас всех. Но гражданам республики здоровья, берегите себя. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Смотрите далее в нашем эфире. В Российской Федерации полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил Нерюнгринский район.
Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории порта Находки. Роспотребнадзор взял пробы воды. Источник загрязнения выясняется. Почти половина печатных СМИ находится на грани закрытия, однако коллектив газеты «Мирнинский рабочий» смотрит в будущее с оптимизмом, отмечая 60-летие издания. Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что в настоящее время бюджет Якутии способен справиться с существующими вызовами. А в настоящее время у Якутии есть целый ряд выпадающих доходов, связанных с экономическим кризисом, коснувшихся компаний республики, и дополнительных расходов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, отметил Юрий Трутнев. Глава республики Айсен Николаев пояснил, что ряд доходов в медицинских учреждениях выпадает из-за снижения уровня оказания регулярной медицинской помощи, так как места заняты больными коронавирусом. Данные события необходимо учесть в методиках и сделать так, что медицинские учреждения не страдали и не становились слабее. В целом бюджет республики в состоянии справиться с вызовами, резюмировал Трутнев. Также Юрий Трутнев поддержал предложение главы республики Айсена Николаева в части оснащения медицинских учреждений. Юрий Петрович поддержал наши предложения и просьбу в части оснащения республиканских медицинских учреждений, поставку дорогостоящих медицинских препаратов, улучшение работы в медицинских учреждениях в условиях коронавирусной инфекции, отметил руководитель региона. Трутнев, в свою очередь, добавил, что необходимо уменьшить время ожидания результатов тестирования на коронавирусную инфекцию до 3 дней, вне зависимости от местоположения больного. Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории порта Находки. По информации пресс-службы правительства Приморского края, в настоящее время устанавливается источник загрязнения. Для этого представителями Роспотребнадзора были взяты пробы воды. Кроме того, отмечается, что администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе посредством установки боновых заграждений с привлечением спасателей. Сообщается, что пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода, однако там комментировать ситуацию отказались. За 9 месяцев текущего года в детскую комнату полиции города было поставлено на учет около 270 несовершеннолетних. Инспекторами ПДН было составлено более 1370 протоколов административных правонарушений. Куда смотрят родители и какими последствиями им это может обернуться, расскажет Полина Долинская. В начале месяца жительницу Якутска Олесю Алексееву во дворе дома ждал неприятный сюрприз – свежие царапины на автомобиле. Первая мысль – кто-то задел ее собственной машиной и скрылся с места происшествия. Однако очевидцы подтвердили другое – имущество повредили соседские дети. Дети живут в одном доме, дружат, и мамы живут тоже в одном доме. Попыталась как-то конструктивно выстроить диалог, но, конечно, у любой мамы будет защитная реакция, да. На контакт не пошли, но я считаю, что если виноват, да, ответственность должен родитель нести, а родители не хотят ответственность нести. И сказали, мы наймем адвоката. Ну и что подошли? Ничего страшного, вот так. И это далеко не единственный случай. За минувшее лето в социальных сетях очень часто публиковались видео, как на дворовых парковках, не только в Якутске, но и в других городах, дети чаще в возрасте от 5 до 12 лет причиняют ущерб чужому автотранспорту. По закону родителям или законным представителям ребенка придется возмещать ущерб, но это только в случае, если вина детей будет доказана. Таково требование Гражданского кодекса Российской Федерации. В принципе, досудебно можете попробовать урегулировать этот вопрос, обратившись к родителям этого ребенка с претензией. Сколько и почему они вам должны. Как правило, конечно, никто никому не собирается ничего возмещать до суда. В редких только случаях люди идут навстречу друг другу, поэтому вы подготавливаете исковое заявление и подаете в суд, имея уже в доказательную базу, это вот материалы именно по вашему заявлению, это оценка, ну и далее вы сейчас свои требования излагаете в исковом заявлении. Кроме того, если ребенок, не достигший 14-летнего возраста, стал участником административного нарушения, то на его родителя или опекуна может быть составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Только за этот год статистика инспекторов ПДН выдает пугающие цифры.
По итогам 9 месяцев 2020 года возбуждено и направлено в суд 118 уголовных дел по преступлениям, совершенных несовершеннолетними. За этот же период инспекторами ПДН составлено 1375 протоколов административных правонарушений. Из них 144 административных протокола были составлены на законных представителей несовершеннолетних по статье 5.35. Впрочем, ни постановка на учет, ни штрафы многих родителей, как оказалось, не пугают. Весьма непросто доказать детскую вину даже при наличии видеосъемки. Я не работаю, я молодая мама, и мне очень тяжело. Для меня это очень существенная сумма. 17 тысяч рублей, грубо говоря. Вот пусть, пожалуйста, родители по совести мне вернут. Я не знаю, кто это, как этот вопрос будет решаться. Но я за свое, я тоже буду за свое бороться. Справедливости добиваться нужно, ведь действительно пугает факт, что у нас растет целое поколение безответственных детей. Детей, которых родители не научили элементарному, что такое хорошо и что такое плохо. Полина Долинская, Григорий Хлопков, Джулус Иннокентьев, Якутск. Пандемия коронавируса поставила на грань выживания рынок газет, журналов и даже книг. По оценкам экспертов, в этой индустрии трудится свыше 1,5 миллиона человек. Российский союз журналистов провел исследование. Почти 40% печатных СМИ на грани вымирания. Сократился тираж, рекламодатели уходят из печати в интернет. Но газета «Мирнинский рабочий» держится на плаву уже 60 лет. Как им это удается и какие новые решения принимает главный редактор, чтобы газета выжила, расскажем далее. Вот он, это двухполосный номер нашей газеты. Делался он тогда в избушке на окраине города, где ранее на той же печатной машине американки выпускалась многотиражка за советские алмазы. 60 лет назад для 7 тысяч мирнинцев вышли первые свежие новости на бумаге. Районка получила название «Мирнинский рабочий». Писать про алмазодобычу, которая только стала развиваться в советский период, было непросто. Работали, можно сказать, на голом энтузиазме. Вот этот душевный порыв, что мне тоже интересно бежать в этой толпе и стремиться взять, просунуть свой диктофон поближе и задать поострее вопрос. Все-таки видно, вот он сыграл свою роль. И вот это как раз меня и увлекает в журналистике. За 60 лет районная газета, как взрослый, умудренный жизнью человек, прошла немало испытаний, изменений и преобразований. Одних только редакторов в издании было 10. Сегодня печатные СМИ терпят убытки, но Мирнинскому рабочему удается оставаться на плаву. Мы не только планируем выпускаться в цвете через какое-то время, но и сейчас идет работа, полным ходом идет работа над сайтом Мирнинского рабочего. Здесь, кроме коротких информационных материалов и развернутых длинных статей, читатели также смогут найти полезные возможности, такие как доска объявлений, поиск вакансий, какие-то обсуждения. А вообще было бы интересно еще опрос провести автомобилистов, горожан. Ну, то есть просто там останавливайте вы машину, расскажите пару слов. И хоть современность диктует свои правила, в Мирнинском рабочем по-прежнему проходят старые добрые летучки, на которых 3 журналиста обсуждают темы и как над ними работать. В непростое для печатных СМИ время стараются изучать свою аудиторию. Репортаж – это интересно. Репортажи как ин. Что видишь, о том пишешь. Мне кажется, это и корреспонденту интересно, и читать это интересно. Определиться с темой, героем, написать материал – дело первое. Далее эстафету принимают корректоры. Здесь, в маленьком кабинете, в компании Ожикова и Даля, точнее их трудов, филологи трудятся над большими текстами, изучают каждую запятую. Бывает шрифт совсем маленький в тексте, приходится напрягаться. Вообще работа очень скрупулезная, нужно быть очень сконцентрированным и внимательным. За одним номером газеты стоит больше 10 человек – журналисты, корректоры, верстальщик и многие другие. Свежий номер районки еще пахнет краской. Он только что вышел из печатного станка. Уже завтра 1000 экземпляров разлетится в руки мирнинцев. Именно отсюда они узнают главные и свежие новости города и района. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». К этому часу пока вся информация. Берегите себя, носите маски, дезинфицируйте руки и держите социальную дистанцию.